75 лет исполнилось государственному советнику Российской Федерации, президенту Российского алмазного союза Владимиру Венедиктовичу Пискунову. Сюжет наших московских коллег. Чествование юбиляра прошло в торжественном зале постоянного представительства Республики Саха-Якутия в Москве. Поздравить Владимира Венедиктовича собралось множество друзей и коллег. Радость, встречи, цветы, подарки и теплые слова. В зале царила атмосфера дружбы и веселья. Во время официальной части поздравления чередовались с общими воспоминаниями о начале совместной работы. Владимир Пискунов родился в городке Черемхово в семье потомственных шахтеров. В 1964 году окончил Иркутский политехнический институт по специальности горный электромеханик и был направлен в город Мирный, в трест «Якуталмаз». Там и начался его путь от простого энергетика Драги до президента Алмазного союза. Знаковая легендарная фигура. С его фамилией связан не только рекорд по добыче алмазного сырья нашей компании 42 миллиона карат, но и в очень непростое время, в переходный этап российской экономики, благодаря ему, в общем-то, его заслугам было сохранено объединение «Якуталмаз», которое в последующем стало основой и базой для создания компании «Алмазы России Саха» «Алроса». Поэтому еще раз от всей души, от нашего коллектива хочу поздравить юбиляра с праздником, с днем рождения, пожелать ему 120 лет жизни, пожелать ему удачи, сил. Владимир Венедиктович не прекращает свою трудовую деятельность. В настоящее время он активно работает над «Алмазной книгой России». Заслуги Владимира Пискунова были отмечены многими государственными наградами. И сегодня коллеги также вручали юбиляру памятные подарки, в том числе медаль от ветеранов за верность долгу и дружбе. Александр Лысак, Наталья Сазонова, Екатерина Карпенко, НВК «Саха».